Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что на территории Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах 648 АМ. А также нас можно услышать в FM-диапазоне. Ищите наш сигнал на отметке 105,9 FM. Кроме того, вы можете зайти на сайт Крым Реалии. Там есть доступ к сигналу нашей трансляции в хорошем качестве. В хорошем качестве можно слушать и через мобильное приложение Крым Реалии, и через сайт Радио Гаден. Также можно видеть и слышать нас на нашем канале YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Кроме того, вы можете комментировать все, что происходит у нас в эфире. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Кроме того, напомню, что мы ведем свою трансляцию в режиме прямого эфира, и можно принять участие непосредственно в нашем эфире. То есть комментарии я, конечно, стараюсь все читать, но не все успеваю озвучить. Вот гарантированно, да, ваше мнение прозвучит, если вы к нам дозвонитесь. Итак, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим? В прошлом году стартовали съемки в Крыму, и уже в этом году были показаны две серии первого крымско-татарского ситкома, комедийного сериала «Шаматалы Коранта». По-крымско-татарски это «Шумная семейка». Этот сериал самостоятельно снят студией Караденис Продакшн. В 2018 году эта же студия презентовала первый в истории крымско-татарского народа полнометражный фильм-сказку «Хыдыр ДД». Вот об этом мы поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. И если вы уже видели первые две серии этого сериала, тоже будет интересно послушать о ваших впечатлениях. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, продолжим мы буквально через несколько секунд. Да, давайте сделаем отбивочку и продолжим. В эфире Радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, продолжаем. Это прямой эфир Радио Крым Реалии. Напомню, что работаем мы в режиме прямого эфира. Сейчас мы устанавливаем связь с нашими собеседниками. Будем говорить с авторами вот этого сериала, крымско-татарского сериала «Шумная семейка», «Шаматалы Коранта». Напомню, что если вы уже видели этот сериал, если у вас есть вопросы к авторам этого сериала, к сценаристам или актерам, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что есть опция комментирования наших эфиров в YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Также напомню, что предложить ваши темы программ тоже нам всегда можно. Для этого есть контакты нашей редакции на сайте Крым Реалии. Итак, я сейчас попрошу... Нет у нас еще связи, пока что устанавливаем связь. Я расскажу пока, да, с кем мы сегодня собираемся поговорить в нашем эфире. Это руководитель студии Караденис Продакшн Эльзара Ислямова. Это Сулейман Умеров, сценарист и исполнитель роли отца семейства Бекира. Также мы сегодня поговорим с программным директором Крымского дома, который работает на материковой части Украины, с организатором литературного конкурса «Крымский инжир» Алимом Алиевым. И у каждого из наших радиослушателей есть возможность пообщаться с нашими гостями, с гостями нашего эфира в режиме прямого времени, прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы пока налаживаем связь с нашими гостями и продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Итак, продолжаем эфир и поговорим непосредственно о сериале «Шумная семейка» Шаматалы Коранта. И с нами на связи руководитель студии «Караденис Продакшн» Ильзара Ислямова. Ильзара, доброе утро. Доброе утро. Несколько слов о том, вообще, как у вас появилась эта идея. Я знаю, что с октября, если не ошибаюсь, 2019 года ведутся съемки этого сериала. Как появилась у вас эта идея, что необходим такой сериал, необходим сериал, в котором показывалась бы жизнь, да, крымско-татарской семьи на крымско-татарском языке? Идея у нас родилась гораздо раньше. Она была, честно говоря, связана немножко с другой целью. Это сделать какую-нибудь серию таких программ обучающих, но они должны быть приближены к какой-то реальной жизни, да, там вот семья, как они там, не то что учат язык, а какие-то такие элементарные идеологии, которые позволяют людям, в общем-то, увидеть, как в быту можно общаться, и в этом ничего сложного нету. Но когда наш сценарист Сулейман Умеров, получив такое задание, написал сценарий, мы увидели, что там полноценный ситком, и что нужно увидеть эту задачу гораздо шире. Мы прочитали, посмеялись и поняли, что нам нужно снимать вот такой хороший комедийный сериал, ситуативную комедию. И в сентябре месяце у нас уже стартанули съемки этого сериала. Опыт у нас работы уже есть в создании фильмов, художественного фильма. В общем-то, сериал, он по сложности, такой же, просто немножко есть элементы, другие, да, по съемке. Но, тем не менее, я думаю, что мы справились. 10 эпизодов в первом сезоне этого ситкома, и 2 уже были показаны публике. Они есть в свободном доступе на канале Караденис Продакшн в YouTube. Можно посмотреть. И те, кто не знает крымско-татарского языка, тоже могут посмотреть этот сериал свободно. Там есть подстрочник, да, с переводом на русский язык. Несколько слов о презентации этого сериала «Шаматалы Коранта». Как встретила его публика? Вы показывали это в кинозале живым людям, да, и имели возможность пообщаться со зрителями сразу после того, как они это увидели. Как реагируют люди? Состоялся действительно закрытый показ. Мы решили, все-таки презентовать его, да, создать определенный информационный повод к тому, чтобы люди потом им было интересно смотреть там первые, вторые и так далее серии. Мы сделали, как я уже сказала, закрытый показ. Мы пригласили, в первую очередь, конечно, съемочную группу, актеров и очень много наших друзей, а также людей, которые связаны с какими-то культурными, социальными проектами. Конечно, мы переживали, потому что этот жанр всегда очень сложный, очень сложный. Но тем не менее, то, насколько приняла публика тепло, сколько было хохота в зале, а также сколько мы сейчас получаем отзывов и те просмотры в Фейсбуке, я только вчера, посмотрела, около 20 тысяч уже посмотрела первую, вторую серию, на Ютубе и так далее, то есть там почти под 50 тысяч в совокупности по соцсетям. И те отзывы, которые написаны, они, конечно, нас так, знаете, окрыляют. Понимаем, что даже 2 серии, с учетом того, что первые серии, они немножко такие, знаете, знакомства, раскачивающиеся, мы все-таки считаем, что самая такая кульминация именно юмора, она идет в дальнейших сериях активно, мы там анонсировали, то, конечно, мы рады, мы довольны, что мы все-таки своей цели, такой комедийной, теплой, такой семейной, с крымско-татарской ментальностью, со всеми нашими такими нюансами, знаете, какими-то смешными, они все-таки попали в точку. Я могу тоже свой фидбэк оставить, как зритель, посмотревший первые 2 эпизода этого сериала. О таком аспекте я хочу сказать, что я хоть и крымско-татарского языка не знаю, да, по большому счету, но после просмотра этих серий у меня в голове некоторые языковые конструкции уже крутятся, да, и некоторые слова я выучил. О чем я хочу спросить. Насколько сейчас важно, да, существование такого контента, такого информационного продукта на крымско-татарском языке именно в таком жанре, достаточно легком? Как это одна из... Понимаете, когда человек начинает знать язык или хотя бы понимать его, да, для начала, потом уже говорить на нем, нужна определенная среда.
Ну, среда создается, понятно, дома, да, но в силу определенных обстоятельств, допустим, там молодежь может плохо знать, но тем не менее заинтересована в том, чтобы дети знали. И можно такие небольшие какие-то предложения уже начинать говорить. И чем больше у нас такой вот среды будет, там, книги, фильмы, мультфильмы, концерты, какие-то любые мероприятия, там, даже соревнования спортивные и так далее, конечно, это внесет огромное просто вот, ну, знаете, такой вот сдвиг в этом отношении и интерес. Я уже вижу, что люди сажают своих детей, и вот смотри, то есть человек даже, по крайней мере, сперва вот на слух как-то воспринимать этот язык. А там есть действительно, как вы видели, небольшая подсказка даже для тех, кто хорошо или плохо знает, то есть становится интересно всем. И даже кто вообще не знает, им тоже интересно. Если кому-то интересна жизнь крымских татар, вот такая вот сегодняшняя, современная, то, конечно, я думаю, что вот интерес, в том числе к языку, а это была наша все-таки первоначальная цель, это обучение языку. Ну, вот она таким образом тоже может реализоваться. Несколько слов о том, как снимается этот сериал. Я видел несколько репортажей с бэкстейджа съемок. Там говорится о том, что вот съемочная площадка, где это все происходит, да, это реальный дом, это реальный двор, да, в котором все так устроено, как это у крымских татар. Расскажите об этом, да, как создавалась эта съемочная площадка. Угу. Ну, вообще ситуативные комедии, они же как, там есть какие-то определенные локации, они очень четко прописаны, и, как правило, конечно, раз это семья, это дом, со всеми там кухня, зал, гостиная, там спальня, где-то может быть там какой-то коридор, холл, как у нас говорят. То есть действительно взят крымско-татарский дом, мы говорим обычный, но действительно обычный. Крымские татары любят большие дома, не меньше там 2 этажей, семьи, как правильно, большие, там часто бывают гости, поэтому это вот такие все-таки, ну, большие дома, да. Мы взяли этот дом, арендовали его на там, 1,5 месяца. Двор, который мы тоже создали, там немножечко, конечно, наши художники и постановщики потрудились, вот, мы приспособили этот дом к тому, чтобы его можно было снимать, вот, фасад дома, а дальше там есть различные локации, связанные там, ну, допустим, там, поехали на природу, поехали на свадьбу, то есть это все то, что реально существует. Нам особенно, вот, знаете, прям создавать ничего не приходилось. Там тот же банкетный салон свадьбы, ну, представляете, там, для крымских татар свадьба это всегда такое вот одно из главных событий в жизни, поэтому свадебных салонов тоже проблем в них нет, тем более, что все, кто вот участвовал, конечно, все тут стараются нам помочь и предоставить какие-то вот такие локальные съемки, чтобы облегчить нам работу в определенном смысле. Поэтому это вот абсолютно все было реально. У нас было где-то около 9-10 вот таких локальных зон, в которых снималось. Ну, а главная, конечно, локальная зона – это дом и двор. Угу. Насколько я понимаю, съемки продолжаются. Есть ли уже какие-то, да, определенные планы по дальнейшему производству этого конкретно сериала? Можно ли говорить о том, что после окончания первого сезона, я напомню, что 10 серий было в первом сезоне отснято, и еженедельно 2 серии будут показываться. Если я вдруг ошибаюсь, поправьте меня. И вот вопрос, да, будут ли дальнейшие сезоны? Вот мы, конечно, мы сняли первый сезон, да, это было 1,5 месяца таких съемочных, потом постпродакшн около 2-3 месяцев. Мы сейчас действительно в течение 1,5 месяца покажем, каждый выходный у нас будут выходить по 2 серии. Таким образом, мы вот где-то к 8 марта мы уже закончим. Конечно, мы исходили из чего? Если это получится удачным проект, если у нас будут действительно хорошие отзывы и будет смысл продолжать дальше, мы это сделаем. Но я вам скажу, что уже после 2 серий нам стало понятно, что надо этот проект продолжать, потому что уже столько есть различных направлений. Там вот сейчас в первом сезоне мы показали там взаимоотношения, приехали родители мужа, отца, да, то есть это вот свекровь, там невестка, ну и так далее. И вот все свекор с невесткой и вот эти взаимоотношения. Уже в следующем сезоне говорят, а когда же мы там увидим тещу, да? А когда же мы еще там что-то увидим? А вот Бекир наконец-таки найдет себе приличную там работу, а то, что он там вынужден сейчас таксистом работать, ну это отец семейства. То есть уже люди начинают там, знаете, еще даже только 2 серии просмотрели, а уже начинают, потому что все очень приложили эту ситуацию к себе. Там есть такие же дети, там подросток, девочка, которая там
вся в этих гаджетах, в Инстаграме. То есть уже все каждый себе примеряет ее поведение, да, то есть примеряет каждого члена семьи к своей ситуации. Поэтому у нас, если честно, как бы руки уже чешутся. И, сейчас у нас есть ближайшие проекты, которые мы реализуем. Но я думаю, что если действительно все 10 серий будут такими успешными, как мы ожидаем, мы обязательно будем делать второй сезон. Благодарю вас за комментарий. Эльзара Ислямова была с нами на связи, руководитель студии «Караденис Продакшн». И в продолжении эфира мы поговорим со сценаристом и исполнителем роли отца семейства Бекира, с Сулейманом Умеровым. Сулейман, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о сериале «Шумная семейка», Шаматалы Кёранта. Я уже сказал о том, что я уже некоторые слова даже выучил после просмотра двух первых эпизодов этого сериала. Несколько слов о том, как вы работаете над этим сериалом, потому что вот Эльзара Ислямова говорила о том, что одна из первоначальных целей, для чего это делается, это, конечно же, популяризация крымско-татарского языка. Расскажите о том, как вот работая в этой форме у вас получается популяризировать язык. Да, как сказала Эльзара Ханым, изначально мы не планировали снимать сериал, а планировалась детская передача. Вот из нее, собственно, и вырос этот сериал. Не знаю, насколько он качественный, но для первого раза, я думаю, очень даже неплохо. А что хотелось бы отметить, может быть, даже в каком-то глобальном смысле, первый крымско-татарский сериал. Звучит, может, как-то несерьезно, смешно, но, поверьте, для нас это очень важно, это действительно событие, и даст Аллах, не последнее. Что вдохновило? Естественно, наши крымско-татарские семьи. Не секрет, они прекрасные, каждая по-своему уникальна, со своими историями, проблемами. Собственно, вот это и решили, грех было не снять про этот сериал. Вообще это стоит целого фильма, но решили начать с сериала. Естественно, главная цель, чего мы преследуем вообще в любом нашем проекте, это, естественно, сохранение культуры, языка и вот все, что с этим связано. Вот я общался тоже со зрителями, которые успели посмотреть первые два эпизода этого сериала, и многие действительно узнают себя, узнают свою семью. Да что там говорить, и я не крымский татарин, но тоже в некоторых ситуациях там каждый зритель может узнать себя, потому что затрагиваются очень многие аспекты, как и общение между поколениями, и разные, может быть, мировоззренческие точки зрения, на разные ситуации, и история с гаджетами, которая во втором эпизоде, если не ошибаюсь, была раскрыта достаточно характерно, и очень много других историй, в которые попадают люди. Вам какой фидбэк приходит? Узнают ли люди себя вот в этих историях, которые вы рассказываете? Скажу честно, да, узнают. В принципе, даже если не смотреть, что это крымско-татарская семья, все взаимоотношения, я думаю, точно такие же, как и в остальных семьях. Просто есть определенные нюансы, которые присущи только нам. А все остальное, я думаю, знакомо каждому. Неважно, крымский татарин ты, украинец, американец. То есть это узнать можно, любой человек может узнать себя в любом персонаже этого сериала, я так думаю. Насколько у вас такой стратегический подход к созданию этого сериала? Потому что из первого же эпизода зритель, который даже не знаком с крымско-татарским языком, он уже получает такие базовые языковые знания, как будет мама по-крымско-татарски, как будет папа, как бабушка, дедушка, и вот уже растет потом этот массив знаний. Вот вы как-то стратегически работаете в этом направлении или просто вот по вдохновению? Смотрите, в совокупности, я так думаю, но главная цель, что мы хотели, чтобы язык, использованный в сериале, на котором говорят главные герои, был бытовой, то есть без сложных слов, чтобы очень легко доступный был каждому зрителю. Крымские татары, к сожалению, не все владеют родным языком в той или иной степени. Но я думаю, этот сериал может понять, в принципе, любой.
человек. Обычный бытовой язык, да. Как вы думаете, ну вот после того как такой сериал появился и появится много другого разного контента на крымско-татарском языке, будет ли больше крымско-татарских семей, которые говорят дома на родном языке, и будет ли много не крымских татар в Крыму, которые будут говорить с крымскими татарами на одном языке? Очень бы хотелось, чтобы в итоге это этим закончилось. Но я думаю, любой продукт, ну, что касается крымско-татарского языка, это и дубляж мультфильмов, озвучка фильмов на крымско-татарский язык, сериал, первая крымско-татарская сказка для детей. Ну, то есть это все способствует изучению языка. И вот, глядя на наш народ, складывается впечатление, что это работает, и все больше и больше людей тянутся к изучению родного языка. Я думаю, это большой плюс. Мгм. Ну и, конечно же, в завершение нашего эфира я понимаю, что вы как сценарист, может быть, и не хотите раскрывать, да, какие-то детали того, что дальше будет происходить. Но вот спрашивают люди, Ильзара Ислямова об этом говорила, найдет Бекир работу, скажите, хорошую? Он в процессе. В процессе. Я думаю, найдет. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сулейман Умеров, сценарист и исполнитель роли отца семейства, роли Бекира в сериале «Шумная семейка» Шаматылык Коранта. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что дозвониться к нам в студию можно. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на номер 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, от разговора о сериале «Шумная семейка» Шаматылык Коранта. Я напомню, что он есть в открытом доступе, его можно найти на YouTube-канале студии Караденис Продакшн и посмотреть. 2 серии уже есть, следующие 2 серии ожидаются на этих выходных. Всего в первом сезоне этого сериала 10 серий. Далее мы перейдем к тому, как развивается крымско-татарский язык и культура и на материковой части Украины в том числе. Поговорим мы с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома и с организатором литературного конкурса «Крымский инжир». Алим с нами на связи. Алим, доброе утро. Доброе утро. Итак, несколько слов о том, как проходит конкурс «Крымский инжир». Он уже несколько лет проводится, и вот в декабре, если не ошибаюсь, он снова прошел. О том, как много работ приходит на этот конкурс литературный, и откуда они приходят. Да, собственно, идея конкурса как раз-таки возникла после одной из дискуссий относительно языка и литературы. Да, и мы тогда решили посмотреть, насколько такие конкурсы могут быть популярными, насколько они могут стать двигателями в развитии и крымстарского языка, и крымстарской литературы, и познания украинцев и крымских татар как раз-таки через слово. И уже в 2019 году, когда конкурс мы провели второй раз, да, то мы получили больше 300 работ с 20 регионов Украины. В том числе мы получили работы фактически со всех регионов Крыма. И я уже там не перечисляю работы, которые там пришли из Турции, и даже с Иордании, и из других стран. Для нас было важно как раз-таки объединить в этом конкурсе очень разных людей, которые как могут быть профессиональными писателями, поэтами, переводчиками, которые занимаются этим достаточно долгое время, так и тех, кто всегда это делал, но делал для себя, и мы это называем «писал в стол». То есть что-то написал, там положил себе на полочку, и никто об этом не знал. И для нас было важно открывать новые имена в литературе, и для того, чтобы потом этих людей продвигать на разных литературных площадках, и не только, конечно же.
В целом, по итогам конкурса, да, что можно сказать вот по качеству тех работ, которые приходят, и по составу участников этого конкурса, составу конкурсантов? Я знаю, что даже те люди, которые сейчас преследуются в Крыму по политическим мотивам, тоже принимали каким-то образом участие в этом конкурсе. Можете ли об этом рассказать? Угу. Если говорить и о составе участников, да, то и о работах, то в прошлом году, то есть, в 19-м имеется в виду, членам жюри было, наверное, сложнее выбирать лучшие работы, потому что и качество увеличилось, и конкуренция увеличилась. К нам пришли две работы. Это работы Сервера Мустафаева и Османа Арифметова, которые были написаны в СИЗО. И для нас, конечно же, это было таким очень важным знаком. И это, конечно же, было очень сентиментально, потому что работы о свободе, работы о том, что мы не должны забывать свои корни, мы не должны забывать, кто мы есть. И, например, Осман описывал как раз-таки, как его задерживали, как проводили обыски дома, как его привозили в СИЗО. И в этом году, в прошлом году, мы как раз-таки сделали отдельную номинацию, ее так и назвали «Слова свободы», где Османа и Сервера мы наградили. Алим, следите ли вы за тем, как сейчас развивается крымско-татарский язык, крымско-татарская культура непосредственно на территории Крыма? Мы начинали сегодня разговор о том, что был презентован первый крымско-татарский сериал. Он в таком легком жанре, да, ситкома и такой, в принципе, комедийной, да, в какой-то степени направленности, но мы уже говорили о том, что он тоже несет важную функцию. Это популяризация крымского языка, такого бытового языка, на котором люди общаются, живого языка. Видели ли вы этот сериал? Можете ли что-то сказать об этом? Да, я абсолютно согласен. И то, что делает их Караденус Продакшн, в том числе этот ситком, это хороший сигнал для того, что вот язык все-таки развивается, крымско-татарский язык, и для нас очень важно, для людей, которые занимаются культурным менеджментом, как в Крыму, так и здесь, на материковой части Украины, чтобы через новые формы популяризировать язык. Как среди крымских татар, так и среди представителей других народов. Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Алим Алиев, программный директор Крымского дома, соорганизатор литературного конкурса «Крымский инжир». Говорили мы о развитии крымско-татарского языка как в Крыму, так и на материковой части Украины. Видим, что в разных формах и в разных жанрах это происходит. Продолжаем следить за этим. Вы можете писать нам свои отклики на эту тему, в том числе на нашу редакционную почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, вы можете и далее звонить в наш прямой эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Мы продолжим через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Екатерина Некречь, Сергей Макрушин в студии радио Крым Реалии. Мы напоминаем вам, что на территории Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах 648 АМ в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM нас можно найти. Нас можно найти на сайте Крым Реалии. Там есть такая красная кнопочка, нажав на которую вы нас услышите. На YouTube есть такая красная кнопочка, нажав на которую вы нас не только услышите, но и увидите. Прямую видеотрансляцию мы ведем на канале Крым
Реалии в YouTube. Там же можно комментировать все происходящее в нашем эфире. Сплошное волшебство просто связано с нашим СМИ. Это 100%. И, конечно же, мы доступны для вас на всех платформах в соцсетях, вообще где только можно. Найти нас вы можете везде найти, где вы только не проводите время. Там можем быть мы рядом с вами. И тем более, что вот какие чудеса могут быть в 21 веке. Да, свободная информация. Да. Просто наличие свободной информации и полной, и о всех важных событиях. Далее у нас рубрика. Очень пятничная рубрика, хотел бы я сказать. Мало того, что пятничная, еще и 14 февраля сегодня. 14 февраля чечная пятничная рубрика. Да, поэтому кто вдруг празднует, тех, конечно же, с праздником. И смотри, про сухой закон, когда еще поговорить о сухом законе, как не 1 января и 14 февраля? Да. 17 января 1920 года в Соединенных Штатах Америки начал действовать так называемый сухой закон. Он запрещал продажу спиртного под угрозой тюрьмы. Сразу же после этого во многих городах Америки появились подпольные бары. Вход в них был по паролю, часто через кухню ресторана, а от полиции посетителей защищала бронированная дверь. Ну и вот один из самых известных законодательных актов в истории США был принят по инициативе конгрессменов от обеих американских партий, республиканской и демократической, которые придерживались консервативных христианских пуританских взглядов на организацию общественного устройства американской жизни. Сухой закон фактически расколол жителей страны на два лагеря, причем откровенное пренебрежение к его соблюдению на всех уровнях власти и социума на фоне других тяжелейших проблем, потрясавших Америку в 20-30-е годы, способствовало лишь падению нравов и авторитета государства, а также росту коррупции и укреплению позиций организованной преступности. И вот фрагмент из сюжета «Голоса Америки», который посвящен отмене сухого закона. Алкоголь нельзя было продавать, но свободному человеку запретить выпивать никто не мог. В Нью-Йорке бурно расцвели подпольные бары спикизи, что можно перевести как «говори негромко». По разным данным, их было здесь от 20 до 100 тысяч. Чем больше полиция демонстративно выливала бочки с вином в канализацию, тем больше было желающих заложить за воротник. Вот speak easy, да, термин оттуда. Я, насколько я понимаю, есть еще такой moonshine, да, тоже оттуда термин, так самогон назывался. Да. Вот. Питейные традиции в Америке имеют более долгую историю, чем история самой страны. В конце 18 века, когда Соединенные Штаты стали независимым государством, хорошим тоном, например, в высших кругах общества в Бостоне или Филадельфии, в доказательство самоидентичности и ради желания дистанцироваться от Старого Света, было ежедневное употребление, начиная с утра, нескольких маленьких стаканчиков или бокалов виски. Он считался национальным напитком, в отличие от колониальных чая и кофе, ввозимых ранее кораблями британской метрополии. В центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, после принятия сухого закона бары Speak Easy появились почти на каждом углу. Во времена сухого закона бары спикизи в центральной части Манхэттена встречались буквально на каждом углу и были рассчитаны на любую публику. Клуб 21 в этом смысле настоящая легенда. Его сразу облюбовали знаменитости. И этот тренд сохранился до сих пор. Главная историческая реликвия времен сухого закона клуба 21 – это секретный бар и дверь, виртуозно замаскированная под кирпичную стену. Маршрут не изменился с 20-х годов. Гостям нужно было пройти через кухню и спуститься вниз по крутой лестнице. Потайная дверь в подвале ресторана в каком-то смысле чудо инженерной мысли времен сухого закона. Во время полицейских облав никому бы и в голову не могло прийти, что за этой стеной находится винный погреб. Секретный замок открывался металлическим прутом. Дверь весом более 2 тонн и толщиной почти 30 сантиметров. Но привести ее в движение вполне в состоянии один человек. С другой стороны мощный замок. Это не подвал, это настоящая крепость. Однако и тут все было не так просто. Продавцы нелегального спиртного были хитры. Подпольный бар находился не в их подвале, а в соседнем здании, куда и вел проход через тяжелую дверь. Дверь на самом деле ведет в подвал соседнего здания. Это не случайно. Во время обысков работники клуба 21 могли с чистой совестью заявить, что на территории их ресторана алкоголя нет. Американские знаменитости, да и сами политики, были не прочь нарушить закон и выпить. Но, естественно, смешиваться с другими посетителями подпольных баров не хотели. Для них были специальные вип-залы. А в этой части подвала находился секретный VIP-бар для знаменитостей и политиков, которые не хотели быть замечены на территории ресторана.
Этот деревянный стол с резьбой оставили специально как реликвию на память. Именно здесь любил проводить время мэр Нью-Йорка Джимми Уокер. Во время одной из облав ФБР именно отсюда он позвонил в полицию и потребовал эвакуировать машины агентов. На этом облава и закончилась. Продержавшись 13 лет, сухой закон канул в лету. Напомним, расцветом бутлергерства и американских мафиозных кланов. Значит, Speak Easy, став, вот о чем Сергей уже сказал, став феноменом и символом эпохи, оставили культурный след, изменив барные традиции Америки. Благодаря им, по сути, ну, а потом и мира, потом, скажем так, да. И вот благодаря этому, по сути, закрепился сравнительно новый тренд. Женщины стали интегрироваться в преимущественно мужскую культуру отдыха в барах. У барных стоек 19 века стояли, как правило, рядом мужчин, а барные стулья даже в начале 20 века были редкостью. Несмотря на то, что закон уже не действует на протяжении целого века, бары в стиле Speak Easy все еще популярны. Сегодня бары, стилизующиеся под спикизи, в Нью-Йорке в моде. Их с каждым годом, похоже, все больше. Где и как искать подпольные, но при этом легальные бары, подскажет интернет. В лучших традициях Speak Easy подпольные бары 21 века тоже прячутся, но так, чтобы было заметно. У современных нью-йоркских Speak Easy разные стили. Например, марокканские. Безусловно, есть то, что всех их объединяет. Приглушенный свет, винтажные барные стойки, ну и, разумеется, сами коктейли, чтобы почувствовать вкус 20-х годов. А вот тут у меня вопрос к Сергею. Как часто ты ходишь в бары, Сергей? В бары очень нечасто, на самом деле. Ну вот этот момент там за барной стойкой выпить нет, или... вот эта эстетика, ну я вообще алкоголь употребляю очень редко и мало, и вот эта эстетика меня как-то очень слабо привлекает на самом деле. Ну тут видишь, может быть, действительно по-разному. Я лучше интересно, с друзьями как... встречусь там или на репетицию схожу, там на гитаре поиграю, вот это мне интереснее. Лучше развлечение. Да. Я когда была в Манчестере, то там интересно, как вот жители этого города, понятное дело, что там все футбольные фаны и прочее, вечерами развлекаются. Там же очень много пабов и всего, и там компании мужчин заходят в какой-то паб, там монитор, значит, футбол. Они даже и не подходят особо к барной стойке, и не садятся ни за какие столики, они просто вот так вот, как воробушки, знаешь, все встали, взяли там по кружке пива, выпили, пошли дальше. И они просто вот так вот за вечер обходят какое-то иное количество пабов и таким образом турне следят такое. за играми, да, в том числе. Вот такое турне. Поэтому, может быть, и так даже не садятся ни на секундочку. Да, такие дела. Где мы остановились? Потерялся. Я потерялся. Макрушин потерялся. Да. Подумал уже про вечер пятницы, я а сейчас только утро пятницы, Сергей. Ну почему? Почему жизнь так несправедлива? Ну ладно, продолжаем работать. Итак, один из новых баров с названием Blue Card задумывался владельцами как уютный бар для узкой компании, но практически сразу получил от местных пометку Speak Easy. Менеджер Макс Грин совершенно не против такого сравнения. Ну, знаете, секретная дверь, потайной коридор и проход, или вход, скажем, через телефонную будку или заднюю часть ресторана. Безусловно, это дает тебе ощущение эксклюзивности или ощущение, что да, это мой бар. Ну, это, конечно же, ностальгия. Мы оборачиваемся назад и смотрим на то, что было 100 лет назад, немного через розовые очки, конечно. Но это все равно по-своему приятно, эти воспоминания. Вот так вот, такие вот приятные воспоминания. У всех да. свои, да. А у нас приятное ожидание от этого дня и от этого вечера. Главное, чтобы воспоминания потом о нем были приятные. И были вообще. И были вообще, да. Тоже важно. Это да. Вот алкоголь в большинстве подпольных баров во времена сухого закона был, да, кто интересовался, было или не было, он таки был. И, как правило, невысокого качества. Это компенсировали также вот кислыми и сладкими вкусовыми добавками, и вот в этом смысле Speak Easy подстегнули интерес к коктейльной культуре, да, и сейчас, конечно, она популярна в наше время. Изменилась также атмосфера в барах, она стала менее формальной, непринужденной, наверное, такой, как каждый из нас знает эту атмосферу в баре, если он там бывал. Не как Сергей Макрушин, который там не бывает в этих барах. Так, подождите, Екатерина, я хотел вас разъяснить. По поводу коктейлей, да, вот какой ваш любимый коктейль?
Я не знаю. Ну, я что-то... Я не так часто... Вот мы с тобой, понимаешь, две зануды просто. Два тусовщика. ботана. Понимаешь, всего-то по 30 лет, а уже вообще в бары не ходим. И никогда особо так не... Ну, как, понятно, что бывало. Не знаю, слушай, у меня нет никаких таких вот предпочтений, чтобы вот так вот только один коктейль и прочее. Как шоты в свое время пробовала, так и... Ну, то есть что-то... Это такое дело, знаешь, нет тут такого. Это надо ходить, наверное, не знаю, каждую неделю точно куда-то, чтобы, может, в этом лучше разбираться. Вот. Но мы не призываем никого ни в коем случае к алкоголизму. Так я сразу. И к чему-то. На самом деле, ты просто после 25 лет, мне кажется, начинаешь точно уже ценить вот это вот, знаешь, доброе утро. Вот как называется наша программа? Когда утро действительно доброе, ничего у тебя, голова у тебя не болит после вчерашнего. Трезвость бытия начинаешь Трезвость ценить. бытия, да. И абсолютно как-то весело мне без головы. алкоголя. Да. Вот просто наш эфир уже добавляет мне очень много веселья. Тем более, что дальше мы немного почитаем комментарии, которые написали тебе, Сергей. Мне? Да, тебе написали под трансляцией, под эфиром, под блогом. Про помаду опять? Про помаду сейчас посмотрим, были ли или нет, но на самом деле мы напомним, что у нас есть такой вот блог на странице Крым Реалии в Ютубе, который называется «Важное из Крыма», и каждую неделю мы подводим итоги из наших радиопрограмм, и самое интересное вот выносим в этот блог. Называется блог с участием Сергея Макрушина «Зубкова под арест. Воду в Крым». То есть уже понятно, что две темы, в общем-то, такие. Но я тебе скажу, что некоторым спикерам, которые выступали в наших эфирах, вот, например, Ирина Макрушина. Так. Ирина Макрушина написала, знаешь ее или нет? Знаешь, вот меня много раз спрашивали о моих однофамильцах. Вроде бы фамилия не очень-то распространенная, в Крыму в частности, да? Но вот был там такой судья в хозяйственном суде Виктор Макрушин. Да? Не твой родственник. Да, и он часто выносил решения там по компании «Консоль», по которой я вел журналистские расследования. И очень была интересная ситуация, хотя, да, это однофамилец, не более. Ну вот, возможно, родственница, возможно, нет Ирина, возможно, жена, возможно, нет Ирина Макрушина, написала, что про одного из наших спикеров, вот, например, у Горничука отношение к Зубкову пренебрежительно, а сам что-нибудь создал. Вот, собственно, вот так вот наши спикеры тоже попадают под раздачу в комментариях, не только мы. А потом еще отмечают, что Ирина Макрушина, опять же, пишет, какая лексика неуважительная. Персонаж, верещать, притеснять. У кого вообще такая лексика была? У кого-то из спикеров, да, наверное? Черт не у меня, я такого не говорил. Да, ведущие у нас такого не могут дать. Смотри, дальше снова поддержка, значит, Наталья Гнездилина. Тайгам не отдадим, нас много и мы сила, весь мир всколыхнулся, хватит позорить страну. Это Хоку, наверное, было в ее исполнении, и, может быть, я что-то не так прочитала. Да, ну, в общем-то, пишут также, вот Витя Сябренко пишет, что воды нет и халявы не ждите. Вот такие вот даже выражения есть в интернете. Это не самое худшее, поверьте, что есть в комментариях. Да. Вот. И работник ФСБ из Джанкоя пишет, так вас в Крыму нет. Если нет, зачем говорить новости из Крыма? Этот вопрос, очевидно, к Сергею, не только к тебе, а ко всем, кто говорит новости из Крыма про Крым. Вот сейчас меня слышат в Крыму. Да, на 648 АМ. Очень много людей меня слышат. И вот скажите, есть те в Крыму сейчас или нет? Вот, да, это попробуйте доказать обратное. Да, кто скажет, что это, как там, мальчик, в общем-то, или не девочка, ну, вы поняли. Вот, и, ну, интересный ник, во всяком случае, у человека, работника ФСБ из Джанкоя. Знаешь, аватарки только нет с фотографией, да, на аватарке буква «Р». Не знаю, что это значит. Но, смотрите, также говорят об инфляции в комментариях, об инфляции в России и в США. Между прочим, у нас даже такого уровня комментарии есть. И, в общем-то, тут еще есть такие предложения, например, от Веры Ксенофонтовой, которая пишет: повернуть Днепр в обход Украины, а мы в Крыму посмотрим, как они там на Украине запоют. И такие комментарии тоже бывают. Все это со страницы Крым Реалии в Ютубе под видео, блогом и таким вот дайджестом из наших эфиров, который называется «Важное из Крыма». И Сергей Макрушин, в общем-то, сделал такой итог, и вот такие комментарии ты получил, Сережа. И исторически выслушал. Исторически выслушал, и родственников, и жену себе нашел в комментариях. Уже даже фамилию менять не надо, уже готовая фамилия. Спасибо всем, кто был с нами в этом эфире. Это радио Крым Реалии. И оставайтесь с нами на 648 АМ, потому что у нас для вас очень много всего интересного. Пока.